Правительственный законопроект по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, представленный в Нижней палате парламента Казахстана, вносит множество ужесточений в действующее законодательство. Устанавливается административная ответственность за допущение собственникам жилища проживания физических лиц без регистрации, нарушение порядка открытия и функционирования тиров и стендов, незаконное ношение специальной одежды работников частных охранных организаций. МВД предлагает штрафовать собственников квартир, если они не зарегистрируют квартирантов в течение 10 дней. Правозащитники считают, что эта поправка отразится на всех казахстанцах. Когда на частную квартиру съемную появилась преступная группа, уверяю вас, она регистрироваться не пойдет. Так же, как банда не ходит регистрировать свой устав. Просто потому, что им это не нужно. Использование современных средств точечной борьбы с угрозой и оставление остального общества в покое – вот главная задача. В административном кодексе и законе о религии предусмотрен запрет деятельности религиозных групп и объединений, связанных с терроризмом и экстремизмом. А представители духовенства предложили внести нормы, запрещающие проповеди в неофициально зарегистрированных мечетей и церквей. Я предлагаю ввести запрет на собрания и проповеди вне зданий религиозных культовых заведений. Вообще нужно понять, откуда к нам приходят нетрадиционные течения, как салафизм и другие. Контролировать, чтобы они не распространялись. Силовики предлагают 16 поправок в Уголовный кодекс. Это запрет на использование крупнокалиберных винтовок, пожизненное лишение свободы либо смертную казнь за акты терроризма, увеличение сроков уголовного наказания за вооруженный мятеж, создание руководства экстремистской группой с обязательной конфискацией имущества. Однако эксперты говорят, что в законе четко не оговорены механизмы действия этих норм. Рейдерство в Казахстане никто не отменял. В принципе, к сожалению, мы через этот опыт проходили, он до сих пор существует. Да? Но опять же, главная задача состоит в том, что в этом законе не было двухсмысленных положений. Ужесточается мера наказания за попытку госпереворота, призывы и пропаганду к захвату и удержанию власти. И здесь разработчики не уточнили, что именно будет подпадать под эти понятия. И все вопросы по поводу пропаганды войны или пропаганды социальной розни, они вот в нашем уголовном законодательстве очень аморфны. Их можно очень легко использовать для разных целей. И поэтому, опять же, задача юристов и экспертов конкретику давать в законах, чтобы не было, опять же, двойных определений того или иного термина. Поправки коснулись и закона о связи. На время проведения антитеррористических операций предлагается блокировать интернет и сотовую связь. Недавние трагические события в Алмате показали, что образовался информационный вакуум, что вызвало определенную панику среди населения. Это право на свободу связаться со своими родными, предупредить их, успокоить, самому успокоиться, что твоя семья находится в безопасности. Отнимать у граждан ни в коем случае нельзя. Парламентарии, правозащитники и эксперты опасаются, что, упрощая порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, силовики ограничат права законопослушных граждан. Весь закон построен только по пути повышения контроля, увеличения компетенции, добавления полномочий, более ужесточающих норм. Он вообще не содержит никакого ни социального, ни политического компонента или ни участия общества в этом процессе. Перед парламентариями стоит задача принять новый законопроект до конца этого года. Но, как признаются сами депутаты, он сырой и требует массы доработок. Закон должен быть четкий, ясный, просто все изложено. Поэтому, если какие-то нормы есть, аморфные или выраженные недостаточно четко, эти нормы мы будем дорабатывать. Айнур Коскин, Ганизат Оспанов. Настоящее время.